День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Надежда Саханская. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Бензин есть, очередей нет. Главная тема этой недели – топливный вопрос. Координация идет на всех уровнях, штабы развернуты и в Улусах. Высшая награда за преданность делу. Медики Якутии стали лауреатами национальной премии «Призвание». Стартовала приемная кампания, и первые абитуриенты уже подали документы на поступление. Какие специальности предлагаются выпускникам школ и какие направления более востребованы? Улусы Якутии создали гастрономическую карту республики на Эсэхи-Аланхо. Каждый район представил свою историю через вкус, традиции и локальные продукты. Сильнейшие сошлись в финале. Завершился чемпионат России по стрельбе из лука. За первенство боролось около 200 лучников. В Якутии 29 июня ввели лимиты на продажу топлива для предотвращения искусственного дефицита. В настоящее время в регионе продолжается завоз топлива, однако поставки осуществляются не в тех объемах, которые были предусмотрены заключенными договорами. В связи с этим оперативным штабом принято решение о введении временных ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на отдельных участках. Подчеркивается, что данные меры носят временный характер и будут отменены сразу после стабилизации схемы поставок. Для координации работы аналогичные штабы по топливообеспечению созданы в главных исполнительных органах государственной власти в Улусах республики. Я призываю население, чтобы не паниковали. И здесь работу мы ведем и понимаем, что вот этот ажиотаж, он временный характер имеет. Такую же информацию мы получаем из федерального центра. Сегодня федеральный центр ведет работу по восстановлению тех потерь, которые у нас есть в регионах страны. И сегодня мы также координируем работу местным поставщикам, чтобы отпуск топлива был в приоритете, учитывая наш большой регион. Сезон водных пассажирских перевозок в Ленском районе продолжается. Полесье курсирует между Ленском, Пеледуем и Витимом почти месяц. 3 раза в неделю, тарифы субсидированные. Подробности об этом далее. На часах 10:50 теплоход Полесье прибывает к причалу города Ленска. Как всегда, на судно нет свободных мест. Направление Ленск-Витим остается востребованным, ведь жители поселка приезжают в районный центр для решения самых различных вопросов. Ну что ж, субсидированные билеты – это вообще здорово. Особенно для пенсионеров это большое подспорье. Я лично медосмотр приезжал, проходил здесь на продление оружия. Есть скидки. Они назначаются по месту жительства, если проживаешь в республике Саха-Якутия. За какую сумму вообще вы добираетесь? 3500 рублей. Очень удобно, что такие скидки все-таки существуют, потому что проезд в 3500 рублей это не равен никакому авиабилету. Напомним, субсидировать тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом администрация Ленского района начала с 2018 года. Жители могут приобрести билет со скидкой 50% по маршруту Ленск-Витим-Пеледуй, оплатив за проезд не 8800 рублей, а чуть более 3800 рублей. Субсидирование сохраняется благодаря договоренности администрации района с ПАО «Лорб». Размер субсидий на 2026 год порядка 20 миллионов. Планируемое количество перевозки пассажиров более 8 тысяч человек. Рейсы выполняются 5 дней в неделю. Значит, субсидия позволяет жителям Ленского района осуществлять проезд с 50% скидкой. Полесье будет курсировать между населенными пунктами до окончания навигации. Светлана Балеева, Андрей Балеев, Ленск. В
В Якутске состоялось торжественное открытие третьих международных интеллектуальных игр, объединивших 564 школьника из 13 стран мира и 17 регионов России. Основу программы составляют 3 ключевых события. 33-я международная олимпиада школьников Туймада по математике, физике, химии, информатике, международная конференция-конкурс научных проектов школьников и международная исследовательская школа. Для школьников подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа, включающая лекции, мастер-классы, спортивные мероприятия и посещение музеев. Международные интеллектуальные игры проводятся ежегодно и объединяют сильнейших молодых исследователей, стратегов и экспертов в области логики и аналитического мышления. Любой ребенок в нашей республике, вне зависимости от того, живет ли он в далекой сельской глубинке или здесь учится в Якутске, имеет возможность, начиная вот со школьных олимпиад, дорасти до уровня международных конкурсов, до участия в вот таких интеллектуальных международных проектах. И, конечно, в будущем уже это дает ему возможность получать ту специальность, которая нужна ему, его семье, нашей республике, в целом нашей стране, быть конкурентоспособным уже в глобальной системе. В Якутске стартовал второй Восточно-азиатский форум по общественному здоровью и профилактической медицине. Столица республики стала центром международного диалога по борьбе с хроническими заболеваниями, артериальной гипертонией, ожирением и сахарным диабетом. В течение 2 дней эксперты обсуждают стратегии раннего выявления факторов риска, лучшие региональные практики и внедрение цифровых технологий. Особое внимание уделено роли телемедицины в повышении доступности медпомощи для жителей удаленных и труднодоступных территорий. На полях форума будут обсуждать вопросы именно взаимодействия, межведомственного взаимодействия по охране общественного здоровья. Потому что мы все понимаем, что здоровье начинается в первую очередь с самого человека. И, конечно, здоровье – это такой многофакторный, скажем так, результат жизни, где требуется участие не только здравоохранения, но и практически всех отраслей экономики, всех сфер нашей жизни. Форум объединил ведущих специалистов в области терапии и профилактической медицины, ученых, представителей общественных организаций и экспертов из разных регионов России, Дальнего Востока и стран Восточной Азии. В рамках первого дня форума состоялось торжественное открытие, награждение лучших специалистов в сфере здравоохранения и пленарное заседание. Также проходит выставка «Этноздрав. Традиции здоровья», семинары и круглые столы. Форум стал масштабной площадкой для обмена опытом, научного диалога и поиска решений. Данный форум – крайне важное мероприятие не только для региона Саха-Якутия, но и для всей Российской Федерации. Те меры, беспрецедентные абсолютно, которые были приняты в Республике Саха-Якутия, стали примером для всей остальной Российской Федерации, для остальных регионов. Соответственно, данный форум направлен на то, чтобы поделиться лучшими практиками, выработать общие подходы к укреплению здоровья населения на уровне популяции, организованного коллектива и отдельного человека. Медицинские работники Якутии стали лауреатами национальной премии «Призвание», одной из высших профессиональных наград в российском здравоохранении. Одним из лауреатов премии стала врач-невролог Нерюнгринской центральной районной больницы Фёкла Иннокентьева. Подробности у наших коллег. Фёкла Иннокентьевна начинала свой трудовой путь рядовым врачом-неврологом в поликлинике старого города. Со временем Нерюнгри рос, население взрослело, менялись и запросы в оказании медицинской помощи. Благодаря Фёкле Иннокентьевне впервые была внедрена абсолютно новая методика при тромболитической терапии при инсультах. В 2010 году мы прошли обучение у Вероники Игоревны Скворцовой в Москве, в Санкт-Петербурге по оказанию, как мы были первыми пионерами, или мы считали себя революционерами в лечении таких больных. Еще нам не говорили, что я рассказываю сказки, небылицы, что я фантазирую, что можно больному в течение 4 часов оказать экстренную помощь и вылечить инсульт.
и его полностью восстановить. За то время, что открылось первичное сосудистое отделение, у нас смертность в 2 раза уменьшилась в городе, и инвалидность уменьшилась, потому что мы начали широко применять тромболитическую терапию и оказание помощи в первые 4-6 часов помощи. За годы работы Фёклы Иннокентьевны сделано многое. Это ежедневная борьба с последствиями инсультов и неврологических патологий, создание школы неврологии, воспитавшей десятки высококлассных специалистов, а также внедрение современных протоколов лечения. Это очень компетентный доктор-невролог. Нам с ней работается чудесно. Она всегда очень лояльно относится к сотрудникам. Она очень щепетильно относится к пациентам. Это очень грамотный доктор. Поэтому мы считаем, что она получила эту награду прямо заслуженно. Замечательный человек, замечательный врач. Самоотверженность и высокий профессионализм при лечении в сложных условиях и сохранение здоровья пациентов. Всеми этими качествами, а также своими накопленными знаниями и опытом Фёкла Иннокентьевна с удовольствием делится с новым поколением медицинских работников, выбравшим спасение человеческих жизней. На самом деле я безумно счастлива, что у меня получилось попасть в ПСО, и что Фея Иннокентьевна согласилась стать моей наставницей. Я считаю, что это врач мирового уровня. На моей памяти нету таких наставников ни у меня в университете, ни у моих знакомых, ни в нашей больнице больше. Это тот человек, который готов передавать свои знания молодому поколению, который готов учить. И я горжусь тем, что я стала ее ученицей. И надеюсь, что когда-нибудь у меня тоже получится стать таким же врачом, как и она. Высокое признание заслуг Фёклы Иннокентьевны – яркий пример того, как преданность своей профессии помогает преодолевать любые трудности ради спасения жизней. А ее ежедневный труд вдохновляют коллег на новые достижения, которые когда-то казались невозможными. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В республике прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий. Праздник, получивший официальный статус в регионе в 2021 году, начался с возложения цветов к памятнику на площади Победы. Основная программа развернулась на площади Республики, где состоялись торжественное построение и концерт. Также для ветеранов работали консультационные площадки по вопросам трудоустройства, медицины, финансовой и юридической помощи. Это день всеобъединяющий, и надеюсь, что ребята получат то уважение, которого достойны. Делиться тут никак нельзя, и чествовать надо всех. Ну и, конечно же, вспоминаем ребят, которых не стало во время выполнения боевых заданий. И благодаря этим ребятам, которые сейчас находятся на переднем крае, которые находились тогда, у нас мирное небо, спокойное. Всем им большой поклон. В Мирном состоялась акция «Живая память», посвященная Дню ветеранов боевых действий. Это событие стало не просто данью уважения, но и живым напоминанием о тех, для кого слова «воинский долг» обретают особый, глубокий смысл. День воспоминаний и, что особенно важно, день встречи с боевыми товарищами собрал мирнинцев на площади, где царила атмосфера искреннего братства и взаимной поддержки. Организаторы мероприятия подчеркнули, что подобные акции не только чтят прошлое, но и помогают ветеранам почувствовать, что их вклад в мир и спокойствие ценится и помнится. В этот день каждый участник, будь то ветеран или простой житель города, ощутил силу единства и гордости за тех, кто стоял на страже интересов страны, не щадя себя. Силы нашей страны. Собрались жители города, как и ветераны, соответственно, ветераны разных локальных войн. Это и афганцы, и чеченцы, и, конечно же, участники специальной военной операции. Сегодня здесь молодежь пришла,
волонтеры. Первое, это, конечно же, поздравить ветеранов сегодняшних, ну и почтить память тех, кого с нами нет. Вот. Также выразить слова благодарности волонтерам, потому что на сегодняшний момент они выполняют огромнейшую работу поддержки тех ребят, которые сейчас находятся у нас на порядке специальной военной операции. ТАММОД торжественно и красиво провожал во взрослую жизнь своих выпускников. Общегородской праздник объединил учащихся 9 и 11 классов всех школ в одно большое и яркое событие. В живописной зоне отдыха «Укулан» состоялась церемония вручения аттестатов, самого важного документа для выпускников. Этот торжественный момент стал венцом школьной жизни и символом перехода во взрослую жизнь. Глава ТАММОДа Александр Самарский подарил каждому выпускнику памятный подарок, а за выдающиеся результаты на ЕГЭ, как знак признания, упорного труда и поддержки дальнейших свершений, отметил отличившихся учеников и вручил денежные премии. Но этот выпускной был грандиозный, было очень красивое представление в виде алых парусов. Все ожидания превзошли, было очень все красиво. Девочки очень красиво станцевали. И это был, наверное, лучший финал окончания школы. Собрались гости с Алдана, с ближайших населенных пунктов, потому что это событие выходит несколько за рамки стандартного проведения выпускных вечеров. Поэтому выпускник 2026 в добрый путь. Все только начинается. В учреждениях среднего профессионального образования Алдана стартовала приемная кампания, и первые абитуриенты уже подали документы на поступление. Ожидается, что в новом учебном году в политехникум и медицинский колледж придут 400 студентов. Какие специальности предлагаются выпускникам школы, какие направления более востребованы, узнали наши корреспонденты. Чуть более четверти века назад Павел Бабкин впервые пришел в Алданский политехникум в качестве абитуриента. Сегодня документы на поступление в кузницу кадров подает его сын. В этом году Даниил закончил 9 класс. Будущее юноша решил связать с технической отраслью. Привлекательными ему кажутся несколько специальностей. И перед тем, как заполнить бланк заявления, о каждой из них Даниил постарался узнать подробнее. Конкретно сейчас еще не определились, но... Также хочу, чтобы мой ребенок пошел как по моим стопам. Я закончил техникум в 2003 году, техник-автомеханик. Ну и хочу, чтобы мой ребенок тоже пошел по моим стопам. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, горные работы, электромонтаж, сварочные технологии. Выбор профессий и специальностей, как всегда, обширен. Ожидается, что 1 сентября к обучению в кузнице кадров приступят 200 человек. Набор ведется на базе 9 и 11 классов. Сегодня абитуриенты имеют возможность подать свои документы не только придя лично в Алданский политехникум, но через госуслуги, либо через электронную почту. Да? Конечно, все это будет потом собираться в единую базу. И, собственно говоря, мы будем видеть, какие специальности действительно наиболее востребованы в этом году. Молодые люди, не имеющие возможности ежедневно посещать занятия, смогут получить образование заочно. На выбор им предоставляется 2 специальности. Для студентов дневного отделения сроки обучения в зависимости от программы составляют 2, 3 и 4 года. Сварщик у нас обучается по сетевому взаимодействию. Первый год студенты, которые поступили на сварщика, они будут обучаться в городе Якутске, Якутском индустриальном педагогическом колледже. А потом со 2-го курса они приедут сюда, и они будут дальше проходить теории, и также учебную практику и производственную практику. В Алданском медицинском колледже приемная кампания также набирает обороты. В этом году набор идет на 2 специальности – сестринское дело и лечебное дело. Документы на поступление в медицинский колледж абитуриенты могут подать как лично, так и дистанционно. На новый учебный год контрольные цифры приема нам Министерство образования довело в 200 студентов. Это на порядок выше, чем в прошлом году. И мы приглашаем выпускников 9-11 классов поступить в наш Алданский медицинский колледж. Явиться лично абитуриенты могут как в приемную комиссию Алданского медицинского колледжа, так и в ее филиал, который работает в городе Якутске. У специалистов можно получить всю информацию о колледже, о предлагаемых специальностях и об условиях поступления. Для удобства родителей абитуриентов и самих абитуриентов у нас создан чат в мессенджере «Макс»,
В него можно присоединиться, задавать любые вопросы интересующие. Также вся информация у нас размещена на сайте официальном Алданского медицинского колледжа. Приемная кампания в политехникуме и в медицинском колледже стартовала 20 июня. В числе первых абитуриентов оказались преимущественно выпускники прошлых лет, имеющие на руках документы об образовании. Выдача аттестатов школьникам состоялась на днях, и ожидается, что поток претендентов на поступление станет более массовым уже в ближайшее время. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В рамках 19-го ЭСЭХа Аланхо в Кабяйском районе состоялась выплавка железа из местной руды. Его добыли из 3 великих рек Якутии, которые окружают Улус, Лена, Вилюй и Алдан. В выплавке руды помимо кузнецов из районов приняли участие заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, а также министр культуры Афанасий Ноев. Всего кузнецы выплавили 7 килограммов 340 грамм железа из более 30 килограммов руды. По традиции на ЭСЭХе Аланхо будут проведены республиканские конкурсы мастеров-изготовителей батыя и хомуса. Примут участие в соревнованиях 36 кузнецов со всех уголков республики. В рамках ЭСЭХа также состоялся гастрономический проект «Вкус улусов Якутии». Жители районов представили свои фирменные блюда, рассказали о кулинарных традициях и познакомили гостей с историей родного края через национальную кухню. Чем удивляли участников праздника, в материале нашего корреспондента. Познакомиться с Якутией на вкус. Именно такую возможность гостям 19-го ЭСЭХа Аланхо подарил гастрономический проект «Вкус улусов Якутии». На одной площадке района республики представили свои главные кулинарные символы. От традиционных мясных и рыбных блюд до старинных рецептов, передающихся из поколения в поколение. Мероприятие вызвало огромный интерес, что очень радует, и мы очень надеемся на возрождение нашей национальной кухни, традиционной кухни, способов приготовления. На площадке фестиваля «Вкус улусов Якутии» ажиотаж. Несколько районов представили свои блюда. Гости ЭСЭХа Аланхо пришли все попробовать на вкус, какое же блюдо представил тот или иной район. И, конечно же, за каждым столом своя история и свой вкус. Я, например, попробую вкус Аймеконского района. Они приготовили уникальное блюдо из зайца, приготовленное по уникальному рецепту. Действительно очень насыщенный вкус. И именно такие фестивали, такие блюда помогают раскрыть традиции и, конечно же, сохранить наш национальный колорит. Естественно, с ним очень сложно готовить, оно невкусно. Я сегодня его подготовила, выдержала в рассоле, сделала меню и подаю вам как в ресторане. Проект объединил несколько профессиональных поваров. Многие участники приехали, чтобы представить семейные рецепты, сохранившиеся благодаря старшему поколению. Для гостей это стало возможностью открыть для себя новые вкусы, а для самих районов рассказать о своей истории без слов. Приготовили сисвига, потому что это с бульоном, когда скот забивает, и сразу очень вкусное блюдо и питательное. Обычно ямщики по праздникам пляшут, поэтому немножко коротко исполню присыл. А что это за гармошка? А что это за баян? А что это за парнишка хорошо играет нам? Гастрономический проект «Вкус улусов Якутии» стал еще одной площадкой, где о культуре республики рассказывают без музейных витрин, через традиционные блюда, местные продукты и рецепты, которые продолжают жить в каждой семье. Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Кабяй. Сильнейшие лучники страны сошлись в финале. На стадионе Туймада завершился чемпионат России по стрельбе из лука. В течение 4 дней за первенство боролось около 200 лучников из 25 регионов России. Об итогах и победителях расскажет Диана Антонова.
Сегодня имена чемпионов страны уже известны. Якутию в финальных матчах представили молодые спортсмены Даяна Винокурова и Павел Мартынов. За бронзовую медаль среди смешанных команд в блочном луке они сразились с командой из Ярославской области. После напряженного матча с отрывом в 1 очко на 3-ю ступень пьедестала взошли якутяне. Перед своими стрелять это оказывается очень сложно. Но все равно это была такая поддержка, то, что вот за нас болеют, то, что мы не одни. В последних сериях у нас сравнялся счет, и это было очень волнительно. Поэтому мы стали работать как команда до конца, и вот попали последние выстрелы по десяткам. Золото в этой же дисциплине завоевала столичная команда в составе Арины Черкезовой и Артема Николаева. Их соперниками стала не менее сильная команда из Бурятии. Бурятия, да, хорошие соперники. С ветром немного нам повезло, так сказать. Команда Арину поддержал. Хотелось бы еще в лички попадать. Работать надо больше. Далее прошли одиночные соревнования. В стрельбе из блочного лука равных себе не нашли столичные спортсмены. Среди мужчин первенствовал Артур Сибиряков, а у женщин первой стала Арина Черкезова. В классическом луке золото завоевали Беликто Цингуев из Забайкальского края и Саилма Сыренова из Бурятии. Так чемпионат в Якутии стал местом больших побед и незабываемых впечатлений. Были проведены различные дополнительные соревнования, и среди классов луков, которые не участвуют в этом виде программы. Очень хорошо. Здесь все прекрасно, все подготовлено. Спортсмены дрались как могли. Награждение победителей сопроводила яркая программа для зрителей. Конкурс косплея, мастер-класс по стрельбе из лука и тематические фотозоны. Турнир стал одним из ключевых стартов сезона и площадкой для отбора в национальную сборную России. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Такой увидели эту неделю наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.